Тлаулов приглашается в ринг. Город Алматы, Казахстан. Дебютировал в 2013 году. Всего на его счету 9 побед, 2 поражения. Ну, последнее поражение пришлось аж на апрель 2014 года на турнире ACB Гран-при Беркут-5. Проиграл он Мухаммеду Кокову единогласным решением судей. Но после этого у него была череда из 7 побед подряд. Последняя победа была в апреле 2015 года на турнире Алаш Прайд. Одолел он Сосони Жарадзе во втором раунде с сабмишеном. Провел гильотину. Ну что, показывают нам бойца, представляющего Алматы, Ермека Тлаулова. Выводит его тренерский штаб Аскат Ербулатов, человек, который является... Возраст 31 год. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам ММА Fight Nights. Битва под Москвой здесь есть. Победитель международных турниров по смешанным единоборствам по ММА Алаш Прайд FC. Бахадур Далабатырлары. 11 боев, 9 побед и 2 поражения. Из Казахстана, город Алматы, Ермек Тлаулов. В красном углу ринга боец ростом 174. Победить Ермека Тлаулова, то это будет победа двойная. Я думаю, организаторы обратят на это внимание в первую очередь. Ну что ж, мы все в ожидании начала этого поединка. Ермек Тлаулов, Иван Якуба. Еще раз напомню, весовая категория до 70 килограмм, международный бой, 3 раунда по 5 минут. 11 поединков провел боец из Казахстана, и ни одного боя в профессиональном ринге не провел Иван Якуба. Да, разница 11 лет у этих бойцов, 31 год у Ермека и 20 у Ивана. Колоссальная, конечно, разница, но вот бойцы разных поколений сегодня сойдутся в одном ринге. Ну что, первый раунд. В один голос с Давидом мы говорим. Поддавливать пытается сразу же Ермек Тлаулов. Да, очень опытный боец, многое повидавший. Очень аккуратно, неспешно начинает этот бой. Вот этим можно воспользоваться Иваном. Вот подхватывает ногу Иван. Как-то очень вяло начинает Ермек, как-то очень уверенно. Да, я бы даже сказал, самоуверенно. Вот бросается в ногу. Прихватывает ногу, молодец, Иван Якуба. Да, отдает шею, отдает шею. Надо высвобождать теперь шею, закидывает ногу опытный Тлаулов. Ну, очевидно, пытается выполнить гильотину, если сейчас получится. Тут надо быть внимательным Ивану. Ногу забросить. В армейском рукопашном бою нету в правилах удушающего приема, так что здесь надо быть внимательным. Да, но здесь вроде как плотного такого захвата, хотя нет, мы видим, что есть захват. Но выбирается Иван. Вот чуть-чуть совсем осталось. По-прежнему проводит удержание Ермак. Колено. Работает колено, корпус работает, Ваня. Смог Иван освободить шею, и теперь здесь надо, конечно, работать, добивать, что и пытается делать. Нужно продышаться, Иван. Скорее всего, сейчас вот Ивану, потому что мы видим, что он был в захвате очень помощнее долго. Смотрится его соперник, чисто визуально, нежели наш боец Иван Якуба. Да, соглашусь, Ильдар. Тем не менее, пока Иван контролирует ситуацию, по-прежнему он оказывается сверху. Вот очередная попытка выйти на болевой от Тлаулова, но все пока под контролем у Ивана. Хотя рефери уже призывает к активности. Вот забрасывает одну ногу Ермек. Надо быть очень аккуратным Ивану. Надо пытаться бить пытался Ивану своего соперника. Тогда неудобно будет запрокидывать ноги. Вот уже обе ноги забросил. Хорошо скидывает ноги и пытается выйти на боковой контроль Иван. Но не дает ему это сделать Тлаулов. По-прежнему сверху Иван.
Ну, я думаю, несколько секунд и рефери может остановить поединок и поднять бойцов в стойку. Но Вот опять здесь еще вновь одна на попытка болевой, выполнить причем болевой. плотный захват от Тлаулова и сдача. Надеемся, нет травмы у Ивана Якуба. Да, Но здесь банально надо сказать, что не хватило опыта. не хватило опыта. В неплохом положении находился Иван Якуба, но не было действий. И В любом благодаря случае, этому да. Тлаулов выполнил болевой прием. Небольшой опыт такой получает Иван после такого поединка. Конечно, хотелось бы увидеть Ивана в действии, посмотреть, как он все-таки работает на добивание. И отличная победа. Спокойно отработал в этом бою Ермек Тлаулов и одерживает победу. В любом случае, это был хороший дебют для Ивана, поскольку боец был, его соперник, я имею в виду, более опытный. У него было гораздо больше поединков. Но, тем не менее, Иван смотрелся очень неплохо в начале, даже сумел повалить своего оппонента в партер. Там достаточно уверенно работал. Чуть-чуть не хватило. Но будем надеяться, что Иван учтет свои ошибки и в дальнейшем их не повторит. И мы его еще не раз увидим на наших экранах. Ну а Ермека Тлаулова мы поздравляем. Действительно достойная, заслуженная победа. Не дать не взять. Он использовал свой, по сути, шанс. Даже не напрягаясь. Да, к особо не сожалению, напрягаясь. даже не напрягаясь, позволил ему это сделать Иван Якуба, хотя вот ушел, освободил шею, ушел от удушающего приема. Вроде бы все, ждали добивания, но не сумел Иван это сделать. Надеемся, в следующем поединке мы увидим его другим. В синем углу ринга Ермек Тлаулов.